Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов-112», в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем подробности жуткого убийства женщины и двух ее детей в Менделеевске. На шум борьбы из соседней комнаты вышел 12-летний пасынок Харисова, которому тот велел покинуть помещение. Выжить удалось третьему ребенку, 12-летнему мальчику. Покажем, как иномарка пострадала от дорожного полотна, лишившись части конструктивных элементов. Вся проблема в том, что запчасти тяжело на нее уже достать оригинальное. А также драка с разбоем. Я не Человек-паук, посадить. Подробности ночного происшествия у бара в Кировском районе Казани. Это и не только прямо сейчас. Страшное убийство 3 человек в Менделеевске. 38-летнюю женщину и ее 2 сыновей. Одному 19 лет, другому 2 года. По версии следствия, жестоко зарезал бывший муж убитый. Причем младший мальчик – его сын. Выжить удалось лишь их 12-летнему брату. Он раненый, смог убежать через окно и сообщить о трагедии. Президент Татарстана дал ряд поручений о жестком контроле расследования уголовного дела и помощи выжившему ребенку. История жуткой трагедии в репортаже Айрата Назипова. Они были уже в разводе. 41-летний Айнур Харисов пришел к бывшей семье в гости в одну из квартир дома по улице Юбилейной в Менделеевске. Он периодически навещал своего 2-летнего сына. В тот вечер мужчина был сильно нетрезв. Следователи не сомневаются, именно он нанес ножевые ранения 38-летней бывшей супруге. Под руку попал и 19-летний пасынок, но и на нем мужчина не остановился. Подозреваемый также не пощадил своего 2-летнего сына. В кровавой бойне выжил лишь 12-летний мальчик. На шум борьбы из соседней комнаты вышел 12-летний пасынок Харисова, которому тот велел покинуть помещение. Ребенок выскочил в окно и обратился в полицию. К моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов женщина и молодой человек были мертвы. 2-летний ребенок скончался по дороге в больницу. Выживший мальчик в одном нижнем белье и с окровавленными руками и ногами по морозу добежал до круглосуточной пекарни. Все, что происходило внутри, зафиксировала камера видеонаблюдения. Работники заведения, поговорив с мальчиком, вызвали на место бригаду медиков, после чего ребенка госпитализировали. Ребенок 12 лет сейчас находится в крупном лечебном учреждении региона, в Набережных Челнах находится. Состояние его с точки зрения ранений не вызывает никаких опасений. У него поверхностное резаное ранение грудной клетки, не требующее даже хирургических вмешательств. С ним сейчас работают психологи. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Ребенку окажет помощь детский омбудсмен Гузель Гудачина. На данный момент выясняется, не состояла ли семья на учете в органах опеки и попечительства, не считалась ли неблагополучной. Айнур Харисов после преступления скрылся, однако в кратчайшие сроки был задержан. Позднее он объяснил, что совершил убийство на почве ревности. В настоящий момент проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд необходимых экспертиз, проводятся иные следственные действия. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством избрания в отношении Харисова меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый уже трижды был судим за кражу и нанесение тяжкого вреда здоровью. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство 2 или более лиц, в том числе малолетнего». Закон за подобное предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов-112». Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего Ивана Никифорова. Мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении 8-летней девочки. Преступление произошло 17 сентября этого года на улице Липатова. По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина увидел на улице группу девочек, подойдя к которым предложил пойти посмотреть щенят. Девочки отказались и ушли, однако злоумышленник догнал 8-летнюю потерпевшую и, зажав ей рот, отвел в лесопосадку, где, угрожая расправой, надругался над ней. После он проводил девочку домой и ушел распивать спиртные напитки. О произошедшем девочка рассказала родителям, и в тот же день подозреваемый был задержан. Дело передано в суд. Своей вины он не признал. Следствием ему предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера. Также следует отметить, что в 2005 году за совершение аналогичных преступлений Никифоров был приговорен к 10 годам лишения свободы.
Старенький Volkswagen Jetta лишился ряда своих конструктивных элементов после того, как молодой человек, сидевший за рулем на улице Гагарина, влетел в огромную яму прямо на проезжей части. Такие автомобили давно не выпускают, запчасти к ним тоже. Полной страховки у машины, естественно, не было, но владелец вызвал автоинспекторов, чтобы зафиксировать произошедшее документально. И рассказал Айгуль Батрудиновой, что собирается делать дальше. Эту яму не заметил. Он со встречной машины ослепила еще меня. Вот, влетел. Руслан Закиров признался, по этой дороге ездит нечасто. И то, что прямо на проезжей части образовалась большая яма, не знал. Как только въехал в нее, испугался не за машину и не за себя, а за сына. С сыном ехал. Маленький еще засыпал как раз. Вот ехал тихонько еще. Ребенка родственники отвезли домой, а автомобилист тем временем вызвал автоинспекторов, чтобы зафиксировать ДТП. На место приехал и отец водителя. Он является владельцем старенькой иномарки. Повреждение бампер, крепление оторвалось и треснул он. Фара треснула. Ну, вся проблема в том, что запчасти тяжело на нее уже как бы достать оригинальные. Заказывать, наверное? Это все заказывать долго и не все есть уже. Мужчины намерены обратиться в суд, однако не только для того, чтобы им возместили ущерб. Таким образом, хотят заставить дорожников заделать провал и впредь следить за состоянием дорожного полотна в городе. Айгуль Батрудинова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Мерседес и Датсун столкнулись на улице Большая Красная. По предварительной версии, водитель последний не соблюдал дистанцию, и когда впереди него автомобили остановились, чтобы пропустить пешехода, протаранил внедорожник сзади. Люди в аварии не пострадали. Не оплатил штраф, попал под суд. В мировом суде Вахитовского района рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении неплательщика. Мужчина не оплатил 2 штрафа на общую сумму. 1300 рублей в положенное законом время. Один за тонировку, второй за отсутствие полиса ОСАГО. Как итог, полицейские пришли к нему домой и напомнили об ответственности. За данное нарушение гражданину грозит административный штраф в двойном размере, арест до 15 суток, либо обязательная работа. В суде мужчина пояснил, что платить за нарушение ему было нечем, так как на данный момент он безработный. Суд назначил ему наказание в виде двойного штрафа. В размере 1000 рублей. 2 рыбаков едва не утонули на реке Меша в Лаишевском районе. Сообщение о тонущих людях поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 около 7 часов утра. Спустя 13 минут на место происшествия прибыли спасатели на судне на воздушной подушке. К этому моменту мужчины смогли самостоятельно выбраться на поверхность. От медицинской помощи они отказались. Как выяснилось, рыбаки не заметили запорошенную снегом полынью и провалились под лед. На обоих составлен протокол за выход на тонкий лед и выписан штраф. 2 нетрезвые компании подрались в одном из баров на улице Серб и Молот. Затем один из дерущихся похитил у девушки мобильный телефон и скрылся. Именно такую историю пострадавшая рассказала прибывшим на место полицейским. Подозреваемого, на которого указала заявительница, задержали, но мобильного у него при себе не было. Подробности ночного конфликта в репортаже Нафисы Минязовой. А почему вы в крови? Потому что меня побили. На мужчине, которого задержали, была разорвана рубашка, белая ткань была покрыта пятнами крови. Он пытался объяснить полицейским, что никого не бил, сам тут жертва, поэтому и садиться в патрульный автомобиль категорически отказывался. Я не Человек-паук, садиться. Донести свою позицию он пытался не только словами, причем, как правило, нецензурными, но и силой, и сопротивлялся, когда на него вновь надевали наручники. Вы кого цепляете? Я не могу понять. Это больно. Честно, вы че? Если вам дали власть, это не значит, что вы должны... О том, что 2 нетрезвые компании устроили драку, рассказала сотрудница бара, в которой и выпивали мужчины. Слово за слово, они же мужики, выпившие. И они резко все ушли. Я не покидала место. Потом уж в конце я вышла, крики, когда слышала. Затем она же и вызвала полицейских. Прибывшие на место стражи увидели рядом с баром девушку, которая сообщила, что у нее украли дорогостоящий телефон. Девушка, я не хочу ничего говорить. Ну вы в драке, может, участвовали? Нет. А вы знакомы с ним? Нет. Вместе с ней полицейские стали искать подозреваемых, и на улице Сардара Ваисова обнаружили одного из них. Девушка сообщила, что именно он похитил у нее телефон. Однако при мужчине краденого не обнаружили. Задержанного доставили в отдел полиции. Тем временем стражи порядка объявили перехват и пытались выйти на след остальных дебоширов. К слову, камеры наружного видеонаблюдения в баре работали, и, возможно, злоумышленник, укравший телефон, попал в объективы. Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.